Привет, друзья! С вами Одинокий Джесси. Сегодня я решил вспомнить свое счастливое детство. Вспомнить тех моментов, когда я очень был горд за себя. Как я становился из мальчишки-подростка, из подростка в юношу, из юноши в мужчину. Сколько светлых, радостных воспоминаний о своей бывшей родине, малой родине. Она всегда будет в моем сердце, Чечения, Ингушетии. Но, к сожалению, наша жизнь не останавливается на одном месте, она движется вперед, но нельзя забывать о прошлом, где мы все были одной счастливой семьей, искренне любили друг друга и были очень счастливы. Где прошла наша юность, детство, Чечения, Ингушетия моя. Первая композиция знаменитой в то время ингушской певицы Раи Евлоев, к сожалению, она в 69 лет умерла уже давно, Далга Штольцен. И вот она была любима во многих чеченских семьях. Я воспользовался архивом чечено-ингушского телевидения и давайте первые наши песни посмотрим.
sanna veygani, ravaş vatsa tergini, şurdu sanna veygani, ravaş vatsa tergini. Yaşayavali tahansay, sen deyler balgıbu, tahtı arjikay, deyde gaştı gargıbu, oğul var sözlerti, haradem tergimi, oğul var sözlerti, haradem tergimi. Mihtabalı kadıgeş, valır vakır kalçımı, ışvay zamahiyetayış, dutsuz deşkı kanlığı, varoş sebeysel kuni, ravaş vatsı tergimi, varoş sebeysel kuni, ravaş vatsı tergimi. Nihti say gayretar, wamın yefside gaydor, yustur bianna bağlamı, vakti serfiz arjımur, oytiş sebeysel kuni,
прошлое и будущее. Они живут рядом. Сегодняшним 20-летним, наверное, очень трудно представить, каким был Грозный лет этак 60 тому назад. Как трудно было представить в пору юности этого почтенного человека, что только число учащихся высших и средних учебных заведений сегодня составило бы большую половину всего населения города начала века. Только в среднеспециальных и высших учебных заведениях города обучается более 20 тысяч юношей и девушек. В геолого-минералогическом музее нефтяного института можно увидеть минералы со всей нашей Родины. А во всех нефтедобывающих районах страны встретишь выпускников Грозненского нефтяного института. Строительная индустрия города довольно долго отставала от насущных потребностей. И только последние десятилетия, как зеленые стрелы всхода дружной весной, вытянулись новыми домами помолодевшие проспекты и улицы. Наращивать темпы строительства республики и городу помогали строители Грузии и Армении. Теперь количество должно перейти в новое качество, с тем, чтобы не стерли новостройки, как говорится, не общее выражение лица города. Ежегодно более 200 тысяч человек посещают музеи города. Цифра внушительная, если учесть, что все население Грозного немногим превышает 400 тысяч. В Музее изобразительных искусств особый интерес вызывают работы Захарова, академика живописи, современника Грибоедова, Лермонтова, Полежаева. Чеченец из Дады-Юрта, так подписывал он свои работы. Здесь Грибоедов читал наброски первых актов «Горя от ума». В рядах Тенгинского пехотного полка служил Лермонтов. Здесь творил опальный поэт Полежаев и великий писатель земли русской Лев Толстой.
Привет, друзья! Мы с вами сделали небольшой экскурс назад в историю. Прошлись по улицам города Грозного. И послушали ингушский. Это был архив Чечено-ингушского телевидения 78-го года. Или еще 88-го, по-моему, был года. Потом я решил включить гимны Чечено-Ингушского СССР, старый гимн 34-36 года Чечено-Ингушской автономной области. Был гимн РСФСР, а потом 3 раза гимн Чечено-Ингушетии. Поэтому она 3 раза звучала. Потом ингушские гимны, современные Ингушетии, которые я решил без слов. И гимн Ичкерии словами, и вот этот гимн Чеченской Республики тоже не полностью, но я включил. Почему оно так, нет дискриминации к ингушам, но вот 18 раз они в своем вот этом гимне слово Ингушетии 18 раз. Вот это гимне, вы слушали? Нигде нет слова Нахчича. Только в самом начале и в самом конце. В последнем слове 2 раза не повторили. Даже, можно сказать, юридически это 2 раза. А в ингуше припев у них. Вот это 18 раз только одно слово Ингушетии. Вот в чеченском гимне Башлам про Кавказ, про горы, там была Орга река, про реки, все было. Я внимательно тоже слушал английский гимн словами. Там я слышу это вот впечатление, они говорят, это новый гимн, они старый почему-то убрали, это тоже чеченская вещь, сложный гимн, но он со смыслом, это слова со смыслом. Это слова Абузара, знаменитый чеченский писатель, слова Абузара Айдамирова. Вот они решили, вот хотя и сложно, обычно же гимн Чечен-Ингушетии был тоже такой. И вот это слово, вот ингушский, да, оно эмоционально, там, мне звучит тоже красиво, но вот слова, они очень бедные, это они в обиду будут сказаны. Я потом посмотрел тоже, думаю, может в других гимнах Северо-Кавказской Республики тоже такое же встречается, 20, 30, 100 раз слово Ингушетии, или слово Кабарда, или слово, я не знаю, Балкария, Карачаева. И я самый близкий для ингушей вот народы Карачаево-Черкесия, они раньше были в составе Ставропольского края, и я решил посмотреть на их гимн, только они 3 раза. И то оно на русском языке, его 3 раза встречается, 4 раза. Это технически это 2 раза встречается, как в чеченском 2 раза. Там, потом последний раз они еще 1 раз повторяют. А тут 2 технических слова Карачаево-Черкесии. Технически 2. С припевом, как бы, да, можно сказать припев. 4 раза встречается гимн Карачаево-Черкесии. 3 раза встречается гимн Чеченской Республики, и 18 раз только одно слово Ингушетии, Галаче, встречается гимн Ингушетии. Почему убрали первый гимн, тоже непонятно. Вот у нас вот старый гимн, он как идет, так идет. Гимн Советского Союза тоже не менялся. Вот почему-то ингуши решили, что надо патриотичный гимн. Одно, знаете, патриотичное, это когда воинское подразделение, вот это воинское, для воинского подразделения, вот это гимн Ингушетии, вот для воинского, вот, поднять дух вот этих воинов.
А в мирной жизни оно же должно, оно же не кончается возгласами «Я Алгачи, живи долго, Ингушетии». Она и горы там текут, реки текут, горы там окружают, там какая-то жизнь, какая-то природа. Вот в чеченском гимне вот очень смысловой, ну, это, конечно, смысловой, потому что его написал очень чеченский писатель, чеченский знаменитый писатель Хайдамиру. И я рад, что у нас вот именно такой гимн, и они вот пропагандистские, и не вот этот эмоциональный, вот такой спокойный. Я гимн Ичкери тоже, вот мне ингушский гимн напоминает гимн Ичкери. Там тоже 100 раз Аллах, Аллах. Но это неплохо, конечно, и когда это в мечети произносится и в семье своей. А вот, вы видите, такой же пропагандист. Вот. И именно с этим гимном многие молодые парни там воевали за эту Чеченскую республику, умирали этим гимнами на губах. К сожалению, все эти Ичкерии, это уже прошлое нашей страны, нашей республики. Сейчас у нас Чеченская республика, почему она должна быть ичкеринская, почему она должна быть эмиратом, я не знаю, почему она должна быть каким-то элаятом, а современная, как Республика Корея, как Турецкая республика, почему она не может быть просто Чеченская республика. Поэтому я рад, что вот такой мирный и, как можно сказать, мирный и трудовой вот этот, процветающий, вот, для процветания. Вот человек послушал со смыслом гимн. Вот такое. Сегодня я решил, это я политические темы, хотя у меня есть очень большой вот этот репортаж, не хочется никак. Предыдущее Чечение Ингушетии был тоже ролик очень такой эмоциональный, я постарался там, советую, кто не посмотрел, там можно через несколько видео увидеть, там Чечение Ингушетии раздором называется, и вот там я объяснил, разложил все по полочкам о предателях своей родины. Хоть какая, хоть никакая, вот это в фильмах, сколько ингушских лиц, скажите мне, пожалуйста, дискриминация, да? Вот я даже этот концерт не стал показывать вам полностью. Там все ингушские песни, чеченских вообще там мало. Все ингушские песни. И, может, я перепутаю чеченское с ингушским, я не знаю. Я на слух беру, я не могу утверждать, это Урбиев, там репортаж государственной компании Ингушетии. Короче, вот он говорит, он уже пожилой человек, вот этот Рая Юлова уже давно умерла, а вот этот Урбио там был, вот это он еще, по-моему, живой, в 18 году он еще был жив, и вот это на благо республики, он всю жизнь типа трудился на благо республики, он трудился на благо Чечении Ингушетии, вот по Чечении, телевидение по Чечении Ингушетии его постоянно показывают. Я не говорю, вот были в то время Али Димаева, вот очень много, вот эта песня Али Димаева, «Зам», тоже среди чеченцев и ингушей она была очень популярна. Я же помню, хотя я был ребенком, но я помню эти времена. Да, не было такого, что это чеченское, это ингушское. Мы жили как одна семья. Вот эти провокаторы, эти сексоты, эти предатели, скорее всего, тогда они тоже были. И вот они это все мутили, все это портили. И вот это все, вот это у них не было в порядке.
И, скорее всего, вот их последователи, вот эти, которые теперь нынешние никак не могут успокоиться. Я не знаю, свой вот этот пыл, страсть, они бы во благе этой Ингушетии бы использовали, было бы намного больше пользы от них, чем эта античеченская вот эта пропаганда, их ксенофобия, она налицо и мерзость какая-то, мерзкая, пошлая, это все их, вот это, я не знаю. Но это архив был тоже, только он как телевидение СССР, вот она давала разрешение, то вот снимали вот так. Много ингушей, там, ингушских женщин, очень много я увидел. Я же знаю, как наши чеченки одеваются. Вот они, как у Зиты какие-то фильмы, этот, косинку носила Эма Малин, но это тогда была мода, конечно, 70-х, 50-х годов. Вот они вот так все модницы там ходили по улицам, это Грозно. А сейчас взаимная ненависть, злоба, взаимные оскорбления. Ничего, Грозный восстал из пепла. Да, но мне эта архитектура города не так сильно нравится, но все равно могло быть и хуже, могло быть очень хуже. Уже в 30-м году население Грозного будет 40 тысяч, 400 тысяч человек, как было в 89-м году. Вот население увидит сейчас 70 тысяч, 320 есть. Население увеличится еще 70 тысяч, уже в 2027 году будут сданы все квартиры, которые в Новом Путинском районе. И вот население увеличится до 400 тысяч человек, даже через несколько лет. А к 30 году может быть еще больше. Возвратятся все чеченцы, которые живут в Европе, по чуть-чуть будут собираться. Ингуши к нам подтянутся, и другие народы, которые раньше там жили. И русские, украинцы, армяне, раньше жили в Советском Союзе, в Грозном. И вот приобретут себе эти квартиры, жилье, недвижимость. И Грозный мне нравится, когда он интернациональный. Вот, очень, даже вот в фильмах видели, как это прекрасно. Я это время застал, поэтому и говорю, что очень, мне вот, я жил у себя, тоже были, русских не было, были ингуши, там, дагестанцы, даже в моем школе учились. Но вот не было, был русский. Из Одессы был парень, Сергей Михайлов. Он был первый красавец нашего поселка. Он приезжал к своей бабушке, которая была учительницей у нас химии. И не химии, и рисования, по-моему. А химия была другая русская. Это была рисование. Вот так все жили дружно, бренчили, ходили улицу, знаешь, вечером выходим. Кто-то там из старших на гитаре, там раньше крутые песни, такие интернациональные песни были на русском, на чеченском, на ингушском языке. И никто, они думали, что это даже русский. Вот я просто смотрел, в голову мне не проходило разделять чеченские, ингушские или русские песни. И вот так мы прожили очень счастливую свою жизнь в этой Чечении, Пещете. Надеюсь, что моя Чеченская республика хотя бы вот стандартом Чечени Пещете подтянется. Дотянет. Хотя там в те годы, конечно, Советский Союз
было бедно худо, но сейчас немножко другая ситуация. Намного краще, я надеюсь, будет. Но догоним. Чечен Ингушетия догоним. Без ингушей, конечно, они нам ни к чему. Конечно, как картина сопровождающая, ничего, пусть будут находиться. Но чтоб... Ну, сейчас я снова начну эту политику. Давайте. Пока с вами был одинокий Джейсон с чечено-ингушской тематикой. Все, пока-пока.